Все самое важное за эту неделю. С подушкой на больную женщину ухтинец предстал перед судом за попытку убийства. Без комментариев. Водитель не въехал в поворот и врезался в машину на парковке. Рейд с проверкой. Отдел надзорной деятельности напоминает о пожароопасном сезоне. Новый арт-объект. Медведь с большим сердцем обживается на набережной. И без праздника, но с настроением. В Ухте исполнили гимн России. Смотрите прямо сейчас. В Ухтинском суде рассматривают дело, возбужденное в отношении местного жителя, который обвиняется в попытке убийства лица, находящегося в беспомощном состоянии. Мужчина 1974 года рождения пытался задушить лежачую больную. Как следует из материалов дела, ухтинец пришел в гости к своей знакомой. Они распивали спиртные напитки, пока в соседней комнате лежала мать хозяйки квартиры. Пожилая женщина ранее перенесла инсульт. Требуя постоянного ухода, женщина то и дело звала свою дочь, что не очень нравилось ее другу. В ходе употребления спиртных напитков обвиняемый во время того, как его знакомая отошла спать в другую комнату, подошел к матери ее, взял подушку и стал ее душить, положив подушку на ее лицо и придавливая края подушки руками. Он прекратил свои действия после того, как услышал в коридоре шаги хозяйки квартиры. Выходя из комнаты, он сказал женщине, что помог ей. Теперь она может жить спокойно, думая, что убил ее мать. Но, к счастью, потерпевшая выжила. После инцидента дочь вызвала медиков, а также заявила на своего знакомого в полицию. Теперь мужчине грозит порядка 10 лет лишения свободы. К слову, ранее на него было также заведено уголовное дело с подобным составом. Несколько лет назад подобным способом он пытался разделаться со своей супругой. В муниципалитете вновь фиксируют сезонные выходы медведей к населенным пунктам. Управление по делам ГОЧС напоминает, что такие встречи сопряжены с высоким риском. Часто люди пересекаются с дикими животными во время отдыха в лесу, походов, рыбалок, сбора дикоросов. Чтобы минимизировать возможность подобных ситуаций, ходите на природу большой и лучше шумной компанией. Заслышав звуки, косолапый постарается сам уйти подальше. Если же вы все-таки столкнулись с медведем, не смотрите в глаза, не поворачивайтесь спиной и не убегайте, это только спровоцирует хищника. Также ни в коем случае не подходите к медвежатам. Это они выглядят неопасными, но рядом с ними может быть их злая мама. Также сразу позвоните по номеру 112 и сообщите, где и когда вы повстречались с лесным обитателем. Помимо этого, специалисты напоминают, что часто косолапые приходят за едой, поэтому не устраивайте рядом с лесом свалок, не оставляйте остатков пищи. Лето пришло в Ухту вместе с повышенным риском возгораний. Ежегодно в жаркое время года регистрируют рост пожаров. Особенно это касается дачных участков. В этом году, если сравнивать с предыдущим, ситуация усугубляется. Коронавирус погнал всех на приусадебные участки. Статистика мая 2020-го – 5 пожаров на дачах. В 2019-м их было всего 3. В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилактики проводит рейды и проверки. Тем более, что в Коми с 27 мая вступил в силу указ о введении особого противопожарного режима. В период прохождения особого противопожарного режима запрещается пользование открытым огнем. Наше мероприятие сегодня совместно было проведено с работниками отдела ГОЧС администрации МГУ Ухта. В этом мероприятии мы выявляем и пресекаем факты использования открытого огня. Если таких фактов у нас не выявляется, то мы проводим с гражданами профилактическую беседу. Если же факт зафиксируют, неосторожным дачникам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. И это не самое страшное. Страшное то, что в жару деревянные постройки горят очень быстро. Чтобы предотвратить трагедию, особенно пожары опасны там, где плотная застройка, следует следить за пожарными водоемами. Как показывает практика, они часто спасают от полного выгорания построек. Так, на территории Садового товарищества «Транспортник» об этом знают не понаслышке. В этом дачном массиве не один водоем и своя мотопомпа. Она позволит сдержать распространение огня до приезда пожарных. Расстояние получается у нас где-то 2700 метров, то есть общего общества.
Вот, поэтому 3 пожарных водоема. Где пожарный водоем второй у нас есть, загоралась баня. То есть поэтому благодаря только пожарному водоему она полностью не сгорела, ее потушили. Антон Новиков отмечает, что в этом дачном товариществе очень ответственно относятся к безопасности. В управлении помимо помпы есть целый арсенал огнетушителей, несколько пожарных рукавов длиной не менее 20 метров и 2 пожарных костюма. Конечно, в горящее здание в них не зайти, но избежать ожогов при работе с мотопомпой они помогут. Ежегодное массовое гуляние и парад автономии ко Дню России в этом году отменен по всем известным причинам. Но разве это повод унывать и забывать о единстве, которое активно пропагандирует этот праздник? Конечно, нет. Так решили артисты и сотрудники Дворца культуры, а с ними согласились и представители национально-культурных автономий. Они решили поучаствовать во флешмобе и исполнили на видео гимн России в национальных костюмах. Видео опубликовали в сам праздник как символ того, что, несмотря на преграды, неравнодушные ухтинцы все равно вместе отмечают День России. Пусть и на самоизоляции. В преддверии Дня России набережная Газовиков обзавелась новым арт-объектом. Инсталляция выполнена из дерева и стилистически соответствует зоне отдыха, открывшейся для горожан в прошлом году. Необычная скульптура, если ее так можно назвать, находится в центре зоны отдыха и представляет из себя усевшегося большого медведя в красных хоккейных коньках и такой же яркой клюшкой. Дополнили символ нашей страны большим ярко-красным сердцем. Ухтинцы по-разному отреагировали на подарок. В комментариях к фото нового арт-объекта кто-то назвал задумку оригинальной, а кто-то посетовал, что опять транжирят бюджетные деньги. К слову, средства, которые ушли на изготовление необычной скульптуры, выделили вовсе не из бюджета. Ее изготовило и установило промышленное предприятие, которое финансировало создание набережной.